Здравствуйте, дорогие подписчики и гости моего канала. Тема сегодняшнего урока – здоровье. Здоровье на казахском – денсаулык. Если человек младше нас или он наш хороший знакомый, мы можем обращаться ему без добавления окончаний. Денсаулык қалай, как здоровье. Или же второй вариант – денсаулығың қалай, как твое здоровье. Если человек старше нас, мы добавляем, как вы знаете, окончание вежливости. Денсаулығыңыз қалай, как ваше здоровье. А ответы мы с вами уже знаем. Это у нас жақсы, өте жақсы, ептеп, или же Аллаха шүкір. Бывают моменты, когда наш собеседник отвечает на наш вопрос «как здоровье?», что он болеет. Болею на казахском будет ауырып жүрмін. Если наш собеседник болеет, мы желаем ему скорейшего выздоровления. На казахском это будет тез жазылып кетіңіз. Или же мы можем сказать ауырмаңыз, в переводе означает не болейте. Или есть замечательное пожелание Аллах шипасын берсін. В переводе означает пусть Аллах даст исцеление. Вы, наверное, заметили, при добавлении окончания к слову денсаулық, «х» переходит на «г». Согласно закону сингармонизма, под влиянием гласных звуков некоторые глухие согласные переходят на звонкие. Это у нас «х» переходит на «г», «к» переходит на «г», «п» переходит на «б». Давайте рассмотрим еще примеры. Возьмем слово «сабақ». Переводится оно «урок» или «учеба». При добавлении окончаний «х» переходит на «г». Сабағың қалай, как учеба. Еще один пример. Слово «доп». Оно переводится «мяч». Как мячик. Добың қалай. «П» переходит на «б». А собеседник может ответить один, доп, красивый мяч. Или же жақсы доп, хороший мяч. На этом мы завершаем сегодняшний урок. Пишите в комментариях новые слова, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. И до встречи на следующем уроке.